Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Масштабным мероприятием и народными гуляниями в Сухуми завершил свою работу первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Набережная Махаджиров в этот день стала площадкой, на которой царила атмосфера единения народов Абаза и любовь к национальным традициям и культуре. Репортаж на Алыкове. Сегодня на набережной Махаджиров многолюдно. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» стал традиционным в Карачаево-Черкесии. И вот в этом году, благодаря Всемирному абхазо-абазинскому конгрессу при поддержке Министерства культуры Абхазии, впервые фестиваль проходит у нас в республике. Целью данного фестиваля является объединение абхазо-абазинского народа, представители которого, как мы видим на специально подготовленной карте, живут практически во всех уголках мира. Единство через культуру и спорт. Масштабным мероприятием на набережной Махаджиров под таким девизом завершил свою работу культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Работа абхазо-абазинского конгресса, который существует уже 5 лет, направлена на развитие языка, культуры и сохранение традиций национального этноса, что созвучно с целью фестиваля – знакомство разных поколений абхазов с культурой и историей абазин, популяризация этнокультурного наследия и родного языка народа Абаза. Кроме этого фестиваля мы будем организовывать и другие события, образовательные, научные, с тем, чтобы молодежь росла, у нас талантливая молодежь, чтобы она росла очень активно, чтобы каждый мог стать выдающимся, чтобы каждый человек мог быть действительно достойным сыном своей родины. Мы и в Абхазии, и в Турции, и в Сирии, и в Иордании, и в Египте, везде будем делать подобные мероприятия, чтобы объединять наш этнос по всему миру, чтобы действительно мы создали все необходимые условия, чтобы показать то, что течет в наших жилах, историческая вот эта память, код наш генетический позволяет нам действительно думать о том, что каждый человек талантлив. В выставочном шатре у Абхазского драматического театра была представлена совместная экспозиция этнографического музея села Эльбурган и Государственного музея Абхазии. Старинные абазинские костюмы, карты современного расселения абхазов и абазин, архивные фотографии вызывали оживленный интерес публики. Фестиваль посетил и президент Рауль Хаджимба, которому Муса Экзеков лично провел экскурсию. Глава государства также отведал абазинскую кухню. Угощения были приготовлены женским советом международного объединения Алашара и привезены из Карачаева-Черкесии специально для фестиваля «Абаза». Блюда понравились не только местным жителям, но и гостям Абхазии. Вот только зашел на этот фестиваль, и я уже чувствую, что здесь такая энергия кавказского народа, энергия Абхазии, и это очень мощная такая сила. Это очень интересно, потому что сейчас многим не хватает этого в других странах, а здесь это как-то сохранилось и испокон веков, видимо, передается. Сейчас вот попробовал квас, очень вкусный, похож на русский, но все равно есть какие-то нотки кавказские. Выставка старинных фотографий на площади у Абхаздрама, они называют себя «Абаза», привлекла особое внимание посетителей фестиваля. Впечатляет, потому что это действительно исконное наше, действительно очень приятно, что ремесла сохраняются, очень приятно, что даже возрождаются, можно сказать, да? Что все это делают молодые люди. Все это очень приятно, очень вдохновляет. Пожалуй, самой красочной частью фестиваля стал совместный концерт творческих коллективов из Карачаева-Черкесии и Абхазии. Театр танца Государственной филармонии КЧР, эстрадные исполнители из Абхазии Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектива ДАУ и этнографический ансамбль Ахичтра радовали жителей и гостей столицы своим мастерством. А театрализованное представление, рассказывающее о старинном абазинском обряде привода невесты в дом в исполнении артистов Народного театра «Инжич», стало одним из главных событий концерта. Главная задача первого культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в Абхазии – сплочение абхазского и абазинского народов. По замыслу организаторов фестиваль должен стать традиционным. На Алыкове, Алексея Гухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросу осуществления мониторинга эффективности работ республиканских унитарных предприятий Министерства сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Участники встречи доложили главе правительства о результатах анализа деятельности РУПов Минсельхоза, выявленных проблемах в сфере формирования доходной части предприятий, обсудили возможные источники погашения задолженности перед ресурсными организациями и налоговым ведомством. Валерий Бганба поручил руководству Минсельхоза завершить детальный анализ эффективности деятельности РУПов с учетом показателей рентабельности и составить предложения по оптимизации их численности или по дальнейшей реорганизации. Всего в структуру Министерства сельского хозяйства страны входят 19 РУПов, и 7 из которых это машинно-технологические станции. Решение социальных задач, ключевыми из которых являются вопросы здравоохранения, семьи, спорта, культуры, а также проблемы сохранения и популяризации традиционных ценностей и родного языка. А самое главное – привлечение к этой работе как можно больше молодежи. Основные цели и задачи Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. И естественно, что председатель ВАК Муса Экзеков посетил Абхазский государственный университет, чтобы пообщаться с молодыми людьми и ответить на их вопросы. Репортаж Сарии Кварцхелия. Встреча председателя Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Экзекова со студентами прошла в теплой и дружественной атмосфере. Приветствуя гостей, ректор АГУ Олег Угварами рассказал об истории становления национального вуза и о заслугах его сотрудников. В современном мире позиция государства определяется не только размером территорий, численностью населения, но и его интеллектуальным развитием. В этом смысле Абхазский государственный университет обладает хорошим потенциалом, так как здесь обучаются талантливые студенты. Более 130 человек после окончания войны защитили докторские и кандидатские диссертации. Это для любого успешного университета по размерам такого же, как наш, хороший показатель, а не только для такого многострадального университета. Нам помогли выжить МГУ, Северокавказский университет, МГИМО и другие. Главный гость встречи Муса Экзеков, обращаясь к студентам, отметил, что основная работа Конгресса – это сохранение и развитие языка и историко-культурного наследия абхазо-абазинского этноса. И главная составляющая успеха в этой деятельности – профессиональный состав и грамотная программа. И в этом направлении уже удалось создать фундамент по объединению диаспор во всем мире. Младшие мои братья и сестры, я счастлив быть в стенах университета, стена, которые пропитаны любовью к каждому студенту, который приходит и в университете становится действительно специалистом. Можно описывать десятилетиями, сколько труда мы вложили для того, чтобы университет находился на таком высочайшем уровне, с очень мощной дисциплиной. И вы продолжаете нести этот флаг знания, флаг образования. И вы знаете точно, что от того, насколько вы качественно будете обучать, качественно будете воспитывать молодежь, студентов, от этого зависит будущее нашей страны. В рамках встречи у студентов была возможность задать Мусе Хабалевичу интересующие их вопросы. Большинство интересовала роль молодежи в работе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Отвечая на этот вопрос, Муса Экзеков отметил, что ВАК делает акцент именно на молодых людей и старается привлечь их к своей деятельности. Молодежные программы, молодежные проекты, спортивные, культурные, образовательные. Программ много. Я убежден, что мы будем обязательно вовлекать вас и учитывать ваши предложения в том числе. И для этого у нас есть портал, информационное пространство, где мы можем друг другу, в том числе, если вот живое общение не получается, например, вот по каким-то причинам, мы можем вот обмениваться, в том числе там, через портал. Некоторые вопросы касались проблемы развития родного языка, сохранения культурных ценностей. Был и вопрос об облике абхазских городов. Безусловно, этим нужно заниматься. Этим тоже можно прямо сегодня, сейчас написать первое обращение к правительству, к
к главному архитектору. И такая дисциплина есть в государстве. Работая каждый день, добиваясь успеха в каждом месте, мы будем завоевывать уважение и авторитет. И чем больше будет уважения и авторитет, тем больше нас будут слышать. Присутствовавший на встрече руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Каантане также рассказал молодым людям о деятельности ВАК. При этом добавил, что большое внимание уделяется работе с региональными и местными советами. Структура конгресса делится следующим образом. Есть региональные советы, а это значит советы в странах. И далее эти региональные советы делятся на местные советы. Местные советы это в населенных пунктах и городах открываются. Каким образом? По сути, мы путем просто связи с нашими знакомыми собираем наиболее активных ребят, открываем местное отделение и там же на месте выслушиваем от них предложения, которые исходят от населения. То есть проводится некий соцопрос онлайн в городе. Вот возьму конкретные два примера. Это вот село Бедия и город Гудаутра. Буквально за 10 дней в Гудауте было реализовано 3 проекта. Летом этого года делегация из Абхазии принимала участие в традиционном культурно-спортивном фестивале «Абаза» в Карачаево-Черкесии. Тогда организаторами мероприятия был объявлен конкурс на лучшую журналистскую работу по освещению фестиваля. И вот, неожиданно, в завершении встречи Муса Экзеков объявил, что лучшей была признана наша коллега Камила Кирвал. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Презентация книги «Абазинские материалы» Анатолия Генка состоялась в Академии наук Абхазии. В книге собраны уникальные фольклорные, диалектические абазинские материалы из архива Российского института восточных рукописей, которые были записаны собственноручно профессором-кавказоведом Анатолием Генка. Составителями книги являются президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и сотрудник научного отдела Ставропольской краевой библиотеки имени Лермонтова Петр Чекалов. Сборник издан при поддержке председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова. На презентации издания побывала Алика Трапш. Доктор языковедения, профессор Анатолий Генка был кавказоведом широкого профиля. Диапазон его научных интересов включал в себя большой круг лингвистических и историко-этнографических вопросов, куда входили и изучение древнегреческого языка, языков Передней Азии, история германских и кельтских народов. Однако главное направление научной деятельности Анатолия Генка – кавказоведение, преимущественно изучение языков, истории и культуры горских народов Кавказа. В книгу «Абазинские материалы» Генка вошли уникальные материалы об истории и культуре абазинов, собранные ученым во время экспедиции в 1929 и 1933 годах. Книгу к изданию подготовили доктор филологических наук, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и сотрудник научного отдела Ставропольской краевой научной библиотеки имени Лермонтова Петр Чекалов. Выявление и публикация любого материала из наследия Анатолия Генко весьма важно для кавказоведения. Считаю, что презентируемое издание – совершенно уникальное явление в абазиноведении, в области фольклористики, лингвистики, диалектологии. Книга рождалась с 2007 года, и на ее подготовку положено нами, ее составителями, очень много времени, нервов, бессонных ночей. В одном только архиве Института восточных рукописей РАН работали в 3 этапа – в 2007, 2016, 2018 годах. Книга «Абазинские материалы» Анатолия Генка состоит из 2 частей. В первой представлены уникальные материалы абазинского фольклора. Тексты в книге публикуются в современной графике абазинского языка, в жанровой классификации и в оригинале. Во второй части сборника приводятся архивные документы, освещающие историю работы Анатолия Генка в области изучения абазинского языка. Тексты и документы, вошедшие в книгу, найдены в архиве Санкт-Петербургского института восточных рукописей, в Государственном архиве Ставропольского края и в домашнем архиве Анатолия Генка. Выступавшие на презентации ученые отмечали, что абазинские материалы Анатолия Генка – это большой и важнейший вклад в науку. Тексты, они записаны были в начале того века. За это время литературный язык, безусловно, делает свое дело. И вот даже когда сейчас читаешь слова и сравниваешь с сегодняшним произношением,
видишь динамику развития языка, особенно фонетическое, лексическое. И в этом отношении это, конечно, ваша большая заслуга, потому что она дает возможность нам хорошо представить не только историю языка, но и историю самого народа. Уже после его кончины были изданы его великолепная грамматика абазинского языка, абхазско-русский словарь, ранние записи абхазского фольклора. Все еще не изданными остаются материалы по лезгинской диалектологии, рутульско-русский словарь, рутульские тексты. Ныне с выходом в свет масштабной работы абазинские материалы Генка, составленные Зурабом Джотовичем Джапо и Петром Константиновичем Чекаловым, одной неопубликованной работы этого выдающегося ученого стало меньше. Книга «Абазинские материалы» Анатолия Генка станет хорошим подспорьем для лингвистов, антропологов, а также для всех интересующихся проблемами духовной культуры кавказских народов. Я очень благодарна всем тем, которые изначально вложили и в меня, и в других наших сотрудников, и младших тоже, которые вложили вот эту вот любовь, тягу к тому, чтобы мы знали изначально и всех бы обучали тому, что мы родные братья. Нам надо это все развивать, и вы всему этому очень содействуете. Я очень вам благодарна за это. «Абазинские материалы» Анатолия Генка издана тиражом 500 экземпляров. Ее можно будет приобрести в Академии наук Абхазии. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. С 14 по 18 октября в Ткорчале проходила педагогическая мастерская, которая включала в себя тренинги и мастер-классы для преподавателей русского языка и литературы общеобразовательных школ Абхазии. Комплекс мероприятий под названием «Русский язык. Шаг в будущее» для повышения уровня квалификации абхазских учителей была проведена в рамках договоренности Министерства образования и науки Республики со Ставропольским Северокавказским федеральным университетом при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии. Репортаж Саида Джарсалия. Третий год подряд с целью повышения профессионального мастерства преподавателей общеобразовательных школ в Абхазию приезжают профессора, доценты и кандидаты наук Северокавказского федерального университета. В этом году для проведения тренингов и мастер-классов по русскому языку и литературе приехали 9 специалистов. В течение 5 дней они проводили занятия просветительского, образовательного и научно-методического характера под названием «Русский язык. Шаг в будущее». Это 4 типа мероприятий, 4 блока так называемых. Первый блок – это педагогическая мастерская, в котором наши специалисты по методике, в частности по проектным методикам, делились опытом с вашими преподавателями. Второй блок – это представление ресурсов, электронных и интернет-ресурсов для обучения русскому языку. Третий тип мероприятия – это представление учебников, пособий, которые Россотрудничество рекомендует для представления, для использования здесь, в Республике Абхазия. И четвертый тип мероприятий – это рассказ о том, это можно тоже назвать педагогической мастерской и показательным уроком, рассказ о том, какие мы проводим мероприятия в связи с памятными датами. В тренингах приняли участие более 100 преподавателей русского языка и литературы общеобразовательных школ Ачамчирского, Галского и Ткорчалского районов. Семинары для учителей проводились на базе Ткорчалской первой средней школы. Тренинги у нас проходили уже 2 года назад, тоже бывали в Сухуми, но в этом году они прошли на базе нашей школы. Это плодотворная работа совместная, даст плоды. Подобные мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов общеобразовательных школ дают возможность учителям поделиться опытом, узнать о новых направлениях в методике образования. Конечно, такая связь необходима для учителей. Это повышает профессиональный уровень, улучшает учебный процесс. И каждый учитель должен постоянно учиться, совершенствоваться, чтобы работать в общеобразовательной школе. По итогам проведенных тренингов и семинаров всем участникам, преподавателям были вручены сертификаты и памятные подарки. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Шестой международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии-2019» продолжает свою работу. В этом году в нем принимают участие более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты отделения искусства Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы. Арт-пленэр означает искусство на открытом пространстве. И, конечно же, главный смысл его проведения – это работа, в результате которой художник может создать по-своему уникальные, неповторимые произведения. И первый творческий день они провели на набережной Махаджиров. Одни изображали по-особенному яркую в этом году осеннюю природу, другие рисовали исторические архитектурные здания столицы. 19 октября художники будут рисовать в Новом Афоне, Гагре, Рицинском национальном реликтовом парке, а также в Моквском храме. Итоговая выставка работ пройдет в Центральном выставочном зале 24 октября. Пишу вашу улицу, очень красивую, колористически, мне кажется, она и по настроению, и по ритмам. Она вот прям много говорит о Сухуме, об этой жизни, о людях, которых я здесь вижу, вот эти кафешки такие, все такое нагромождено, много всего, много света, много цвета, поэтому вот мне захотелось взять кусочек архитектуры. Все на самом деле на очень высоком уровне, хочется поблагодарить организаторов, очень все гостеприимно, людей, которые вообще здесь живут, кстати говоря, в этом городе, такие отзывчивые, общительные. Спасибо, все очень солнечно, душевно. Я участвую в этом проекте второй раз. В прошлом году я участвовал, значит, и в этом году тоже меня пригласили. Я пишу Эле Прима, это быстро. Я могу его за час закончить. От меня зависит, от состояния. Если я уже увидел, что это такое, я быстро раз и завоял. В принципе, я здесь как художник, я все здесь перерисовал. И по плану сегодня мы вот с этого места начинаем, значит, с набережной Сухума. И по программе завтра мы должны будем уже поехать на Рицу. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен туман, морось. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 18-23 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.